Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение одновременно трамваю и безрельсовым транспортным средствам, то трамвай имеет преимущество, независимо от направления его движения. Однако при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции, одновременно с красным или желтым сигналом светофора, трамвай должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Раз вам горит зеленый, значит и встречным тоже горит зеленый. И, следовательно, у всех троих равное право на проезд. А при равном праве на проезд трамвай имеет преимущество, независимо от направления движения. Только не надо останавливаться перед перекрестком. Вам же включен зеленый сигнал. Въезжайте на перекресток, уступайте дорогу трамваю и продолжайте движение. Вполне возможно, что водитель встречного автомобиля попытается повернуть налево вместе с трамваем и будет неправ. В соответствии с универсальным принципом помехи справа, в данной ситуации он, въехав на перекресток, должен уступить вам дорогу. Здесь же, как и в предыдущем случае, у всех троих равное право на проезд. Все трое двигаются на зеленый сигнал светофора. И в данной ситуации, поворачивая налево, вы должны уступить дорогу и трамваю, потому что он трамвай, и автомобилю, потому что он для вас помеха справа. Сейчас на перекрестке трамвай поворачивает направо не просто на зеленую стрелку, а на зеленую стрелку, включенную в комбинации с основным зеленым сигналом светофора. То есть вы оба двигаетесь на основной зеленый, а при равном праве на проезд у трамвая всегда преимущество. На этом перекрестке применено раздельное регулирование очередности движения. У вас свой светофор, у вагоновожатого тоже свой специальный светофор. Я надеюсь, вы еще не забыли. Такой сигнал специального светофора запрещает трамваю движение. А ваш светофор разрешает движение во всех направлениях. Так что смело поворачивайте налево. Посмотрим данную ситуацию. При работающем светофоре знаки приоритета не действуют. И сейчас на этом перекрестке нет ни главной дороги, ни второстепенной. Очередность проезда устанавливается только сигналами светофоров. В показанной ситуации трамваю включен основной красный сигнал, а легковому автомобилю включен основной зеленый сигнал. А это значит, что у них вовсе не равное право на проезд. Водитель трамвая может въехать на перекресток только после того, как уступит дорогу всем, кого он там на перекрестке увидит. Если вы еще не забыли, такой сигнал регулировщика разрешает движение во всех направлениях. Но кому? Водителям безрельсовых транспортных средств. Что же касается трамвая, то вам необходимо знать единственное универсальное правило. Трамваю разрешается движение только из рукава в рукав регулировщика. То есть сейчас трамваю разрешено движение только налево, из левого рукава регулировщика в правый рукав. Но налево трамвайных путей нет. Трамваю нужно прямо, и он будет стоять, дожидаясь разрешающего сигнала регулировщика. А вам при таком сигнале открыто движение во всех направлениях. Так что не сомневайтесь, поворачивайте направо. У вас сейчас с водителем трамвая конфликта нет. Он просто стоит и ждет другого сигнала. Вам сейчас можно прямо или направо. А трамваю при таком сигнале регулировщика, если из рукава в рукав, то трамваю разрешено только прямо, а ему прямо не надо. Водитель трамвая включил правые поворотники и стоит, дожидаясь разрешающего сигнала. Так что не стойте, проезжайте перекресток первым. Мындай болуп калганда трамвай токтогондо элдер түшкөндө токтоп туруш керек. Элдерди өткөрүп, элдер өткөндөн кийин жылыш керек.